В эфире итоговая программа новостей. Расскажем о главных событиях уходящего воскресенья. С вами Василий Радченко и коротко о темах выпуска. Впервые с момента угрозы пандемии в республике целый город был отправлен на карантин. Въезд закрыт, предприятия перешли на автономный режим, полная самоизоляция. Каким теперь стал Алдан и как к принятым мерам отнеслись жители города? Православные христиане сегодня отмечают вербное воскресенье. Несмотря на силу многовековых традиций, патриарх Кирилл призвал прихожан оставаться дома. К самоизоляции призвали и лидеры других конфессий. Наши корреспонденты проверили, соблюдаются ли меры предосторожности в молебнах Якутска. Три случая заболевания коронавирусной инфекцией в Якутии выявлены за прошедшие сутки. Двое из заболевших – это контактировавшие с семейной парой, которую позавчера изолировали и у которой анализы показали положительный результат на COVID-19. Третья заболевшая – это местная жительница, не имевшая контактов с зараженными алданцами. Ранее она прилетела из Кисловодска через Москву. В связи с этим в Алдане введен режим карантина. Это уже не самоизоляция, это на самом деле режим уже другой. Он введен согласно представлению главного санитарного врача республики. Запрещен въезд и выезд из Алдана для всех категорий, кроме спецслужб, правоохранительных органов, служб по чрезвычайным ситуациям и жизнеобеспечивающих структур, обеспечивающих завоз продовольствия и товаров первой необходимости. Запрещена работа всех предприятий, кроме предприятий, опять же, торговых предприятий, продажи продуктов питания и товаров первой необходимости, а также правоохранительных органов, учреждений здравоохранения, Роспотребнадзора и других, опять же, жизнеобеспечивающих жизнь города служб. Вводится пропускной режим на въездах и выездах из города. Патрулирование города будет осуществляться силами МВД и Росгвардии. Любые, еще раз говорю, действия по въезду и выезду из города запрещеи. Перемещение граждан также ограничено и будет проводиться именно весь комплекс мероприятий, связанных с введением режима карантина на территории города Алдана. Оно вводится с сегодняшнего дня и до нормализации ситуации. Айсен Николаев заверил, что в целом ситуация под контролем. В Алдан направляют дополнительную медпомощь. Там разворачивают и новые обсерваторы. На изоляцию в уже имеющиеся помещены 70 с лишним человек. До завтра планируют отработать все контакты с заболевшими. Сил и средств у нас достаточно, здесь никакой паники не надо. Вместе с тем, еще раз говорю, ситуация напряженная. Пока до выявления полных очагов заражения и их локализации говорить о нормализации ситуации не приходится. И я надеюсь, что сегодня, завтра все контакты будут выявлены. Надеюсь на понимание. Это, еще раз говорю, ситуация, конечно, очень неприятная для жителей города Алдана, но она абсолютно необходима, в первую очередь, для стабилизации ситуации именно по данному муниципальному образованию. Между тем, 5 дополнительных аппаратов искусственной вентиляции легких уже доставили в город. В инфекционном отделении Алданской районной больницы подготовлено 20 коек. Под обсерватор в городе готовы 2 объекта общей коечной вместимостью 230 мест. Дополнительно оборудован резервный объект в поселке Ленинский на 40 коек. Также в городе проведут полную дезинфекцию мест массового пребывания людей. Под нее подпадают больницы, продуктовые магазины, аптеки, многоквартирные дома и иные общественные места. Сегодня региональная МинЖКХ на эти нужды направила 2 тонны дезинфицирующих средств. Об этом рассказал руководитель ведомства Дмитрий Садовников. Кроме того, с сегодняшнего дня все коммунальные и социальные службы Алданского района переведены в усиленный режим работы. По решению оперативного штаба наше министерство должно решать вопросы по дезинфекции муниципального образования города Алдан. В Алдане проживает более 20 тысяч населения, один из больших муниципальных образований республики. И мы сегодня оперативно провели с муниципальным образованием и ресурсоснабжающими организациями видеоконференц-связь по оперативному решению данной проблемы. Сегодня нами принято решение о доставке 10 средств города Якутска в размере 2 тонны. И дальше будем держать, как говорится, руку на пульсе, чтобы оперативно решать проблему.
В отношении 49-летнего мужчины, который нарушил режим самоизоляции в Алдане, возбуждено уголовное дело. Напомню, что он нарушил предписание, не выдержал 14-дневного срока нахождения дома, вышел в место массового скопления людей на местный рынок. Нарушителю вменяют вину по части 1 статьи 236 Уголовного кодекса «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, создавшее угрозу массового заболевания». Она предусматривает штраф в размере до 700 тысяч рублей, либо лишение свободы до 2 лет. Предварительно установлено, что мужчина посещал общественные места города Алдан и контактировал с достаточно широким кругом граждан. На данном этапе удалось их установить и изолировать в обсерватор. Сам подозреваемый находится на лечении в инфекционном отделении Алданской центральной районной больницы. Напомню, что наряду с Алданом эпидобстановка осложнилась и в Ленске. Там ведут отработку контактов выявленного больного COVID-19. Также оперативный штаб ждет результаты анализов его супруги, у которой были признаки заражения инфекцией. На настоящий момент, у нас сложная эпидемиологическая ситуация и в городе Ленске. Непосредственно она осложняется тем, что мы, во-первых, ждем результатов анализа по второму больному, который являлся контактным с первым больным. И, соответственно, на учет мы начинаем, как и по всей республике, ставить больных, которые являются больными с внебольничной пневмонией. Уже не раз, говорилось о том, что мы наблюдаем за этими больными, которые находятся в состоянии внебольничной пневмонии, у которых может быть внебольничная пневмония. Мы их постоянно, контролируем. Но сейчас уже период весенний такой, что обострение оно имеет место быть. Теперь к ситуации в целом по стране. За минувшие сутки в 52 российских регионах зарегистрировано 2186 больных коронавирусом. Больше всего новых случаев заражения в Москве – 1306 человек. Московская область – 278, Санкт-Петербург – 69 и в Мурманской области – 61. Общее число зараженных в стране достигло 15 770 человек. 130 пациентов скончались, 24 из них только за минувшие сутки. Удалось вылечить менее 1300 зараженных. Православные сегодня отмечают вербное воскресенье. По традиции верующие направляются в церкви на службы, чтобы вознести благодарственные молитвы, а также осветить веточки вербы. Однако пандемия коронавируса внесла коррективы в многовековые традиции. Эксперты и многие священнослужители рекомендуют молиться дома перед образами, не подвергая себя опасности заражения. Осветить веточки вербы можно и самостоятельно. Также в одном из храмов Якутска этот обряд в целях эпидбезопасности провели на улице. Вербное воскресенье предшествует крупнейшему православному празднику – Святой Пасхе. Он пройдет ровно через неделю. В связи с возникшей в стране эпидобстановкой патриарх Кирилл обратился к верующим с призывом по возможности оставаться дома. Многие сегодня из нас вынуждены возложить на себя подвиг неотлучного пребывания в своих жилищах. Таковым говорю, пусть место вашего уединения станет для вас пустыни личного и семейного молитвенного труда. По евангельскому слову. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне. И Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Понесем, братья и сестры, временные лишения ради сохранения жизни и здоровья наших ближних. Представители других конфессий также призвали своих прихожан совершать обряды и молиться дома. Нас заверили, что в Якутске рекомендации соблюдают. Так ли это на самом деле? Дмитрий Тымыров посетил молебны в столице. Ограничения в столичных храмах и церквях были введены еще в конце марта, когда вышел указ главы региона о противодействии борьбы с распространением COVID-19. Сегодня во всех религиозных центрах Якутска пустые залы, в объектах находятся лишь священные служители. Как был издан указ президента республики Арсения Сергеевича, мы сразу же, подчиняясь этому приказу, что не собираться более 50 человек было изначально, мы сразу же закрыли пятничную молитву, потому что у нас в пятницу достаточно большое количество собирается верующих
прихожан, которые соблюдают, совершают молитву. В столичном Датсане тоже введен режим запрета посещения храма. Но, как говорят ламы, они проводят свои обряды с использованием современных технологий. У нас было запланировано на большие молебны, конечно, да, вот. В связи с самоизоляцией, с карантином, все отменили и проводим там в закрытом режиме через онлайн. Вот. А священнослужители, они находятся постоянно здесь, вот. Никуда не выходим, да, самоизоляция. Также по обращению председателя синодального отдела Московского патриарха по взаимодействиям церкви с обществом и СМИ Владимира Лигойда ограничение посещения церквей во время православных праздников не обязательно. Цитата: «Пасха – время радости, а не скорби об усопших. Таким образом, отказ от посещения могил наших предков в день Воскресения Христова не является ни грехом, ни предательством памяти умерших». Конец цитаты. Все эти мероприятия направлены на защиту населения от распространения свирепствующего коронавируса по всей планете. Так что оставайтесь дома и не подвергайте себя и окружающих к опасности. Дмитрий Тымыров, Джустан Иннокентьев, Якутск. Это были главные новости уходящего воскресенья. Наш телеканал продолжает следить за развитием событий и держать вас в курсе. Находитесь дома, берегите себя и до свидания.